Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Федотова Саркы, я ученица 8 А класса школы номер 4 имени Спиридонова. Разрешите представить вам работу «Анализ происхождения кутской фамилии жителей Верхнеуфимского улуса». Проблема исследования. По данным газет и социальных источников мы узнали о том, что именно в нашем улусе существует очень много якутских фамилий, однако мало исследований об значении их происхождения. Актуальность работы. Сегодня наш современный век люди стали интересоваться своей родословной, составлять генеалогическое древо, потому что люди хотят знать свои происхождения, свои корни. Именно в этом заключается актуальность нашего исследования. Цель нашей работы проанализировать происхождение якутских фамилий жителей Верхнеуфимского улуса. Для достижения цели мы выдвинули следующие задачи. Первое. Изучить историю происхождения фамилий в России и Якутии. Второе. Выявить особенности происхождения якутской фамилии. Третье. Провести классификацию якутской фамилии жителей моего улуса по их этимологии. Новизна исследования заключается в том, что в работе впервые дана попытка исследования якутских фамилий жителей Верхнеуфимского улуса с точки зрения их происхождения. Гипотезой работы является предположение, что большинство якутских фамилий в нашем улусе происходят от якутских слов. Материалом нашего исследования послужили якутские фамилии из телефонных справочников. Этимология фамилии – это исследование происхождения той или иной фамилии. Фамилия – насильственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду. Ономастика – это раздел языковедения, изучающий имена собственные, имена и фамилии людей, названия животных, мифических существ и так далее. В России фамилии были введены законом в XVI веке, сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Среди крестьянства фамилии стали употреблять лишь после отмены крепостного права. Слово «фамилия» поначалу употреблялось в значении «семья», и только в XIX веке это слово в русском языке постепенно приобрело свое основное значение. Фамилии у якутов появились в XVII веке. Они возникают двояким путем. Первое. Якуты при крещении получали обычные фамилии крестных отцов. Например, в Якутии при крещении фамилии отцов получили очень много людей. Второе. Якутские фамилии образовались от вторых имен прозвищ у якутов с помощью русских суффиксов. Ов, Яб, Ски. Например, Тумусов, Канатов, Чичахов и так далее. По теории Николая Георгиевича Самсонова, советская и российская языковеда и профессора ЕГУ, происхождение якутских фамилий можно было разделить на 21 группу. Например, первое. От названия семейных и возрастных отношений. Например, от осыков, от восприятий. Второе. От названия от профессий и рода занятий. Айнитов, айнит, путник, путешественник. Третье. От названия различных физических особенностей, состояний и недостатков. Например, Быканов, Быка, маленький и так далее. Вывод. Происхождение всех якутских фамилий тесно связано с укладом жизни народа. Необходимо отметить, что для якутов такие понятия, как связь человека с природой, семья, труд ради выживания являются основной ценностью народа. Интересно также видеть тот факт, что очень много фамилий имеют глагольные основы, имеющие описательный характер. Это говорит о том, что у нашего народа очень богатый и образный язык. В своей работе мы нашли 118 якутских фамилий жителей Верхнеуфимского улуса. Как видно из списка, больше всего якутских фамилий на букву Т, и только по одной фамилии на букву Э, Ю и Э. Всего нами исследованы 71 фамилия жителей нашего улуса. Мы провели классификацию фамилий на теории Самсонова. Всего в таблице 21 группа. Как видно из таблицы, якутские фамилии жителей Верхнеуфимского улуса могли быть образованы от названий семейных и дружеских отношений, например, Агаев и Золотуров. Интересно, фамилия образована от названий частей организма человека, например, Табук, Харахов. Существуют фамилии, которые произошли от названий пищи, например, Чикырбасов и Борчаков. Много фамилий, образованных от названий птиц, например, Чиросов и Имыков. Мы также нашли фамилии, которые могли быть образованы от названий местности. Где родился человек, например, Многожевский и Углядов. Много фамилий, образованных от глагольного основы, например, Хамлеров и Чагалысов.
Исходя из приведенной классификации, мы можем сказать, что больше всего фамилий нашего улуса происходит от глагольных основ. Это может говорить о том, что наши предки давали людям фамилии, исходя из черт характерных им. В ходе исследования мы сделали следующие выводы по поставленным задачам. Первое. В России фамилии были введены законом в XVI веке. Сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Фамилии у якутов оформляются с 17 и 20 век. Они возникают двояким путем. От фамилии крестильных отцов и вторых имен прозвищ с помощью суффиксов. Второе. Исходя из классификации Николая Георгиевича Самсонова, якутские фамилии тесно связаны с бытом народа. Семья, природа, труд являются главными ценностями народа. И это отразилось в их фамилиях. Главная особенность образования якутской фамилии заключается в этом. Третье. По итогам классификации можно сделать вывод о том, что много фамилий связано с природными явлениями флоры и фауны. Фамилия образована от многоглагольных основ, не имеет резкие или позитивные окраски, они носят отрицательный характер. Спасибо за внимание.